Здравствуйте, с вами первая итоговая программа «Неделя». Мы расскажем вам о самой обсуждаемой новости последних дней. С вами Арслан Мударисов. На уходящей неделе, пожалуй, самой часто обсуждаемой темой была ситуация в Таджикистане. Там власти проводили спецоперацию против экс-замминистра обороны генерал-майора Абдулхалима Назарзаде. Накануне ряд таджикских СМИ, ссылаясь на анонимные источники в силовых структурах, сообщили о ликвидации генерала, однако до сих пор официальные власти не подтвердили эту информацию. Хотя в пользу завершения спецоперации в Рамитском ущелье говорит восстановление сотовыми операторами СМС-услуги. Впрочем, в конфликте опального генерала с таджикскими властями многое до сих пор остается неясным. Эксперты не могут понять мотивы состоятельного высокопоставленного чиновника, заставившие его совершить вооруженный демарш против правительства. Из многочисленных выдвинутых экспертами версий наиболее правдоподобными выглядят две. Первая. Генерал узнал о готовящейся спецслужбами против него провокации и последующего убийства, что вынудило его уйти в горы. Вторая версия Аркадия Дубнова о торговле оружием. Я склоняюсь к очень такой прагматической военно-бизнесовой версии, которая объясняет действия генерала тем, что он должен был спасать свой оружейный бизнес, которым он занимался под покровительством своего бывшего шефа, бывшего министра обороны страны Шерали Хайруллаева. Этот бизнес состоял в том, что они поставляли оружие в Афганистан, и вполне вероятно, что часть оплаты поступала, так сказать, за этот бизнес в виде, так сказать, изделий наркотического свойства. Хотя версия известного эксперта выглядит правдоподобной, но она вызывает много вопросов. Например, зачем разоблаченному генералу надо было идти на конфликт и рисковать жизнями людей из-за бизнеса? Да и еще имея в компаньонах бывшего министра обороны Шерали Хайруллаева, ныне помощника президента Таджикистана по вопросам национальной безопасности. Никак невозможно, чтобы об этом бизнесе не знало высшее руководство страны. Второе. Почему вместе с генералом в горы ушли 150 людей? Неужто им было не жалко себя и своих семей? Иными словами, с какой стати людям умирать из-за какого-то бизнеса, так сказать, зажравшегося генерала? Все эти неясные моменты ставят под сомнение версию о разоблаченном оружейном бизнесе военного. И тут остается только одна версия – заранее подготовленный план спецслужб по нейтрализации состоятельного генерала, о котором тот, скорее всего, узнал в самый последний момент, что даже не успел вывести в безопасное место своих родных. В самом Таджикистане с самого начала люди не поверили в официальную версию о попытке мятежа и военного госпереворота. В запутанную историю с генералом внесло некоторую ясность обращение, распространившееся в соцсетях от имени Абдулхалима Назарзаде в понедельник вечером. И хотя официального подтверждения, что оно действительно принадлежит генералу, нет, тем не менее заявление приводится как устное обращение Назарзаде к народу Таджикистана, переданное им через доверенное лицо. В тексте обращения подчеркивается, что накануне 4 сентября генералу поступила информация, что в течение суток будут арестованы бывшие командиры объединенной таджикской оппозиции. Опальный офицер поставил об этом в известность нескольких бывших соратников. Ближе к ночи становится известно, что все выезды из Душанбе перекрыты, и они оказались в ловушке. После короткого совещания полевые командиры решают аресту и пыткам предпочесть борьбу. Ближе к утру они забирают оружие в одной из воинских частей и прерывают оцепление из города. По мнению генерала, причиной ликвидации полевых командиров стало то, что не все они подписались под ликвидацией партии Исламского возрождения Таджикистана. Тем самым правительство посчитало их неблагонадежными. По информации генерала, правительство само запланировало атаки на отделы милиции с целью обвинения в этом бывших полевых командиров. Власти намеревались после подбросить тела уже убитых командиров и объявить, что они были ликвидированы во время боевых действий. Так было сделано, по данным Назарзады, в ОВД Вагдад, который был атакован самими спецслужбами Таджикистана. Генерал отмечает, что сейчас эти происшествия описываются как военный переворот или теракт, однако это неверно. По данным генерала, это все не было спланировано им и его сподвижниками, а произошло спонтанно. Этим и объясняется то, что никто из них не смог вывести свои семьи или оповестить обо всем своих родных.
Итак, если это письмо не фальшивка, то оно ставит точку над «и». Получается, что никакого мятежа не было, а генерал вместе с каким-то количеством людей, которые, видимо, тоже опасались за свою жизнь, просто сбежали в горы. Версия о нападении генерала на отдел внутренних дел города Багдад тоже не выдерживает никакой критики. Журналисты интернет-издания evrasianet.org обнаружили неточности и нестыковки в официальной версии произошедших событий, которые предлагают власти. Например, судя по списку убитых, в городе Багдад произошло длительное столкновение с применением огнестрельного оружия. Аналогичный бой, произошедший недавно в столице Кыргызстана, показал, какие на самом деле разрушения приносятся ближайшим сооружениям. Тогда сгорело несколько домов, пулями были изрешечены десятки зданий. Однако прибывшие на следующий день в Багдад журналисты не обнаружили ни единого следа от пуль на стенах или тем более сгоревших остовов домов. Силовики тогда запретили снимать место боя, но одна фотография все же есть, и она показывает отсутствие каких-либо разрушений. МВД в свою очередь не спешит с афишированием записей наружных видеокамер, установленных по периметру здания. Тем не менее, местные жители свидетельствуют, что слышали автоматные очереди, но вот где и сколько человек участвовало в перестрелке, неизвестно. То же самое с погибшими сотрудниками отдела. Из объявленных официальными властями 4 жертв среди силовиков в Багдаде многочисленные таджикские СМИ нашли подтверждение только одному случаю. Похороны молодого сотрудника багдадского ОВД сняло таджикское бюро «Радио Свобода». Хотя о судьбе беглого генерала до сих пор ничего не известно, власти, видимо, приступили к тому, из-за чего и был затеян весь этот сыр-бор. Генеральная прокуратура Таджикистана уже начала опись имущества подозреваемого. Следователи заявили, что Назарзада владеет огромным состоянием, которое приобретено генералом незаконно. По государственным каналам вот уже неделю раскручивается сюжет о том, как следственная группа описывает имущество мятежного генерала. По данным прокуратуры, он владел хлебопекарным заводом в Душанбе, на территории которого незаконно был построен дом. В Арзобском ущелье, популярном месте отдыха душанбинцев, у генерала обнаружили 3 коттеджа для приема отдыхающих. Найден многоэтажный дом, который якобы был незаконно отобран генералом у Академии наук. Обнаружена незаконно приватизированная им земля, на которой опальный военный построил станцию технического обслуживания. Раскопали следователи и конезавод, птицефабрику, другие жилые дома, спортивный комплекс, рестораны, принадлежавшие Назарзаде. Логичным кажется вопрос, почему таджикские следователи не видели всех этих нарушений закона, пока генерал был заместителем министра обороны. И если уже тогда он был столь отъявленным негодяем, то кто его прикрывал? И кому сейчас достанутся все его богатства, которые потянут не на $1 миллион? Тем временем эксперты удивлены невероятным успехом таджикских силовиков по поимке сторонников беглого генерала. И тут имеются нестыковки в сведениях властей. В начале операции МВД сообщило о том, что вместе с генералом в Рамитское ущелье ушли 7-8 человек. Однако с начала операции только убитых со стороны Абдулхалима Назарзаде уже более 20. Не считая около 80 задержанных. И тут тоже стало ясно. Буквально 3 месяца назад таджикские силовики как раз в Рамитском ущелье проводили антитеррористические учения в горных условиях. В связи с этим некоторые эксперты вспомнили характерную для таджикских силовиков привычку. Когда за несколько месяцев до маленькой войны таджикские военные в том же месте отрабатывают различные сценарии будущей операции. Все вышеперечисленные факты заставляют задуматься, зачем властям понадобилось придумывать голливудскую историю с предательством генерала Назарзаде. Пожалуй, об этом мы узнаем в ближайшие дни. Берегите себя. До свидания.